рада вітаць усіх, хто апынуўся побач. Наша каманда трымаецца абранага курсу. Гэтым разам мы дабраліся да Любані, крыніцы аўтэнтычнай культуры. Рухаемся далей наперад у мінулае. Доброго всем дня! Как обычно, мы в пути выбрались за городскую черту, чтобы приобщиться к действительно корневой музыке. Не отрывайтесь от экранов. Мы спыняем рух у вёсцы Ямінск. І, як заўжды, я кіруюся знаёміцца і знаёміць вас з гістарычнай спадчынай дадзенай мясцовасці. А мне предстоит исключительная встреча. Здесь нас ждут люди, бережно хранящие истинные ценности. Сегодня мне компанию составит популярная белорусская исполнительница Виктория Олешко. Всем привет. Добрый день. Сегодня у вас в гостях программа «Наперед у минулое». Меня зовут Юра, а приехала я с очаровательной белорусской исполнительницей Викторией Олешко. Здравствуйте, дорогие. Вельмі прыемна нам таксама. Наш калектыў называецца фальклорны аўтэнтычны гурт «Журавушка», які быў створаны ў 1974 годзе цудоўным чалавекам, арганізатарам Надзеяй Івановнай Новікавай. У мінулым годзе яна нас пакінула, такая няўчасная смерць была, так. І зараз арганізатарам, ось яны мне по наследству засталіся, з'яўляюся я, Ходоровская Елена Анатольевна. Я самая маладая удзельніца гэтага калектыву, прайшла, мусіць, пазней за ўсіх. Вось, але я з задавальненнем слухаю іх песні. І вось гэту матуліну песню, якая кранае душу. І хачу, щоб мае дзеці таксама вывучылі вось гэтыя песні і спявалі іх разам з намі. А песні наши, як гавораць, называюцца «Жыццё спяваць». Вось, і таму мы зараз будзем спяваць пра жыццё. Не ругай мяне, мамаша, што я позна прыхажу. За палкоўніка седога заўтра замуж выхажу. Полковника седога много денег серебра, а у парнишки молодого только сердце да душа. Мне не надо много денег, мне не надо серебра, а парнишку молодого позабыть я не могла. Браво! Здорово. Все-таки душа и сердце оказались дороже, чем много денег и серебра. Да. Да? Да. С молодости знали эти песни уже. Матери, бабушки передавали. То есть вы девушками собирались там на танцах и вот пели свое Раньше было, что выйти на улицу вечером, и там поют, и там поют, и там поют. Во всей стороне. А теперь уже глухая деревня стала. Теперь говорите, если спеваешь, наш спьяный. Да. Давайте мы споем вам песню. «Журавушка» называется. Вось менавіта ад гэтай песні і пайшла наша назва. Пошла на жито жать, дай забыла серпа взять. Жура, жура, журавель, журавушка молода. Жура, жура, журавель, журавушка молода. Хлебу взяла, серп забыла, так и она дома была. Жура, жура, журавель, журавушка молода. Жура, жура, журавель, журавушка молода. Я городской ребенок, выросла в городе, не было у меня ни деревни, ни дачи, бабушки мне не пели. Но песни мне очень нравятся, наверное, потому что это наша душа белорусская.
У мясцовых жыхароў існуе некалькі версій пра паходжанне назову Ямінск. У пісьмовых крыніцах Ямінск сустракаецца пад 1582 годам у завяшчанні аб падзеле слуцкага княства. Вёска была перададзена ва ўладанне архімандрыта слуцкага Трайчанскага манастыра. Я бачила на кладбищах камень, вместо памятника лежит. Там выразано на камне 1600 с чем-то год. Я забыла, не помню, какие. 1600. Значит, и вёска с такого года. У 17 стагоддзі Ямінск уяўляе сабой манастырскае сяло, у якім налічваецца 6 двароў. Ну, расскажите, может быть, у вас есть в вашем коллективе гастрольная жизнь, куда-нибудь с выступлениями выезжаете? Выезжали, мы были в Вильнюсе. В Вильнюсе были? Да, так хорошо нас принимали усюды. И в костеле выступали, и в Академии наук выступали. А что, это был какой-то фестиваль? Фестиваль, да, Покровские ворота был фестиваль. Покровские колокола. Да, да, колокола. Ездили мы в Подольск, под Москву. Там так само был фестиваль, «Вось фольклора», и мы были там. На презентации компании Bosch нас приглашали. О, так. Мы выступали так, на фуршете. У нас на разогреве был сам Маранди. Ничего себе. Мы спевали после его. Вот так вот. Господа, на разогреве у коллектива «Журавушка» был Маранди. Так, На всякий случай. На всякий случай. Только прошлое все вспоминаю, только прошлого мне уже не жаль, только часто я все вспоминаю эту темно-вишневую шаль. Высошали я с ним повстречалась, в этой шали меня провожал. Я стыдливо глаза закрывала, а он нежно меня целовал. И сказал юн моя дорогая, не к лицу тебе этая шаль. Отвернулся, сам горько заплакал и сказал, дорогая, прощай. Браво! Раз уж мы заговорили о одежде, уж больно у вас костюмы красивые. Не сами ли вы их делали? Да, спешили к концерту и уже шили На ходу. то, что на ходу. Пришлось нават на колядах вышивать. Да. Вот сейчас и не поют по вечерам, Да. вышивку не носят. Ще одна мене невістка вшиває, так вона хрестом ікони ще там вшиває. А так молоді не хочуть. И лугами иду, песню пою, все ложечки разлегаются, все ложечки разлегаются. Селом иду, горько плачу, дорожечки натешаются, ворожечки натешаются. Тешайтеся, ворожечки, все на своей безголовейку, все на своей безголовейку. Нагадаю, гэта праект «Наперад у мінулае» і мы паглыбляемся ў гісторыю вёскі Ямінск. Калісьці вёска была даволі вялікая, яе падзяляла рэчка. Таму частку на адным беразе назвалі Трайчаны, а на другім Ямінск. Шмат людзей жыло на вакольных хутарах. Хто був багатейший чоловік, наймали других людей, да робили роботу. Калісьці на адным з хутароў жылі заможныя гаспадары пятніцкія. Урочище называется Пятнище.
Ну, там родственники які-то тых пятніцкіх прыязджаў. Ён 3 леты подряд прыязджаў. Сюда капаўся, шукаў золата. Ну, гавораць, знайшоў ён. О, а что такое? Огороде жито Расте с куколёю, колешние хлопцы бились за землёю. колешние девки Старые да горбатые, лишь бы они были да богатые. теперешние девки Стройные да красивые, лишь бы они были да счастливые. Кого ж ты, зязюля, Так рано кукуешь, неужто ж ты, зязюля, мое горе чуешь? Ну, вы ведаеце, жыццё ж раней вроде было не такое ж вясёлае, як нашы жанчыны расказваюць. Гора хатала. Так ось і песні былі такія ось, ўсё праплаклівыя. Ось, але ёсць у іх такая песня жартоўная, каваль называецца. Выганяй, маці, Коваля с хаты, выгоняй, мати, коваля с хаты, бо коваль молодых, хоче ночевать, бо коваль молодых, хоче ночевать. а моя Мати, да не то каже, а моя мати, да не то каже, стели доня постель, коваль спать ляже, стели доня постель, коваль спать ляже. Ой, уделывала, выговаривала, ой, уделывала, выговаривала, против милого стояла, разговаривала, против милого стояла, разговаривала. Мне приглянулись 2 песни. Это «Коваль» и «Журавушка». Ну, вот, честно говоря, просто мне хотелось что-то вот такое темповое, что-то такое задорное, потому что в моем репертуаре хватает медленных, про разбитую судьбу песен. И в конце концов остановилась на «Ковале». Я працягваю знаёміць вас з мінулым вёскі Ямінск. У 1841 годзе ў Ямінску будуецца праваслаўная царква Ражаства Хрыстова, якую наведваюць 577 прыхаджан, адкрываюць царкоўна-прыхадскую школу. Церковь теперь клуб у нас, дом культуры. Вот в церкви, да. Там и камни лежат, там батюшка с матушкой похороненные. У 19 стагоддзі на месцы Ямінска знаходзіліся вёска, застенак і сяло. На пачатку 20-го у вёсцы будуюць млын. Вёска Ямінск. Падчас Вялікай Айчыннай вайны тут размяшчаўся партызанскі атрад, у якім ваяваў блізкі сябра Пятра Міроновича Машэрава, герой сацыялістычнай працы Кузьмай Іванович Шаплыка, старшыня славутага калгаса «Чырвоная змена». Ну, мы вам зараз спевем песню, як у нас любила говорить наша Надія Івановна покойна, бульварную. Ну, это то, что подобается нашим жанчынам, але нигде не дают спевать. Не формат, как сейчас принято говорить. Можно и так сказать. Дуж осенний по крышам стучится, поздно вечером скучно одной. Мать седая письмо сыну пишет, что не пишешь, сыночек родной. Ты не думай, что денег хочу я, если в этом, сынок, моя грусть. Деньги трать на жену молодую, я без них как-нибудь обойдусь. Если есть у тебя, сынок, дети, ты
Ты их вырастешь, как я тебя. Пусть забудут, что ты есть на свете. Пусть забудут, как ты про меня. Вот теперь, сыночки. Это правда, це правда. Дети, пишите родителям. Отправляются батькові матері, не треба ніхто. Да. От я одна сиджу в цьому дому. Ну, не тебя- будь. Ну, приезжай же к вам. Дочка у него Я приехала нічого, а взять. лучше з рождения до рождения. Одна это все дочка у меня глядит. Солигорска, так она кожну неделю ездит. А два сына и дочка, так в Минску все нужно ездятся. Все дорого теперь такое. Ну, вот ваша самая любимая песня, вот, которую вы все вместе любите. Все пьем. Ну, яка жанчина наша? Все пьем подряд. Да, Да, у нашої пановни була Манечка Маруся, і ми її співали для її, так? Манечка Маруся, Скучно без тебе. Не один я вечер просидел у тебе. не один я вечер, Ни одну неделю на тебе, Маруся, мою всю надею. мою же все надею. Дай, думаю, братья, ты разрешишь, сестры, твоя родная матерь. Привезу же Марусю и Посаджу за мушку, едет моя мамка, як родную дочку. в книгах не читали, В письмах не писали, чтоб чужое дитя за свое считали. возьми мать коня, Дай, продай на гроши, не пойду от тебе, бо твой сын хороший. Вот песен напели, целую кучу. И я заслушался, и слушали бы, но, к сожалению, милая женщина, наша программа не может уместить всех ваших песен. Поэтому хотелось бы сказать огромное вам спасибо за сегодняшнюю, не назову это выступлением, а такую приятную беседу. И поэтому дай вам Бог здоровья и сил на то, что вы делаете. Спасибо вам. Ну, Вика, твои впечатления? Ну, впечатлений, конечно же, масса, потому что действительно это здорово, когда такое красивое пение, когда такие красивые песни, и тем более, когда это все наше наследие, и это наше богатство, я считаю. Поэтому мне, конечно, очень все понравилось. Спасибо огромное за то, что дали мне такую возможность. Ну, мы, в свою очередь, постараемся. Так что, друзья, увидимся в студии. Вось такія падзеі адбываліся ў мінулым вёскі Ямінск. Але нам надышоў час вяртацца ў сталіцу. Абяцаю, хутка ўбачымся. Мы зноўку разам, толькі агульнымі намаганнямі здолеем даць старажытным песням другое жыццё. Рухаемся наперад у мінулае. Еще немного времени осталось для нас в прошлом, поэтому приветствую всех в нашем общем настоящем. Сегодня мы адаптируем народную песню для эстрадной исполнительницы Виктории Олешко. Начинаем! Ну, твоя ж. Коваль молодий, хоче на чабаті, бо коваль молодий, хоче на чабаті. Женщина, ты мне добавь, прикольно получится. Женщинок добавлю, конечно. Убрали один, потому что композитор нас написал меньше. Ты мне тональность высокую все-таки сделал. Ну ладно. Как высокую? Да. Я сейчас могу опустить. Да ладно, пусть в этой будет, светлее будет.
Так, все-таки, значит, угадал с нами. Ай, молодец. Ну что? Поехали. Виганяй, маті, каваля з хати, виганяй, маті, каваля з хати, бо каваль молодий, хоча на чабаті. А моя маті, да не то каже, а моя маті, да не то каже, стялі доня постель, каваль спаці ляже. У песні «Каваль» можна пачуць шмат словаў з няправільнымі з пункту гледжання літаратурнай мовы канчаткамі і націскамі. Аднак, паколькі мы ўжо не раз чулі гэтую песню, то вырашылі наўмысна пакінуць вымаўленне, уласцівае для дыялекту менавіта гэтае мясцовасці. Ой, доня моя, чого толста стала? Ой, мамка моя, наелася сала. Ой, мамка моя, наелася сала. О, только давай один вариант сделаем сало такой, меньше секса. А что это, секс разве? Ну, сало. Наоборот, объелась и отвалилась. О, я вот о другом подумал. Посылала меня мать у лес по калину, а я з лесу принесла малую дятину, а я з лесу принесла малую дятину. Спасибо, записано. Вы смогли наблюдать, насколько органично звучала народная песня в интерпретации Виктории Олешко. Вокал уже записан, и мне осталось окончательно оформить уже имеющееся содержимое. Увидимся! А вы зможаце ацаніць грунтоўны змест народнай песні «Каваль» у сучаснай абгорцы адразу пасля таго, як мы нагадаем яе арыгінальны варыянт. Слухайце і натуральна вяртайцеся да нас наступным разам, каб разам рушыць наперад у мінулае. Виганяй, маті, Каваля з хати, виганяй, маті, каваля з хати, бо каваль молодий, хоче на чабаті, бо каваль молодий, хоче на чабаті. Спасибо вам огромное. Мне так было приятно познакомиться и услышать ваши чудесные голоса и ваши великолепные песни. А главное, увидеть и почувствовать вашу душу. И низкий вам поклон за то, что вы у нас есть. И не только в Беларуси, но и за ее пределами прославляете нашу страну и показываете, какое сильное наше белорусское народное творчество. Виганяй, маті, каваля з хати, виганяй, маті, каваля з хати, бо каваль молодий, хоча на чабаті, бо каваль молодий, хоча на чабаті. Ой, уделывала, выговаривала, ой, уделывала, выговаривала, против милого стояла, разговаривала, против милого стояла, разговаривала. А моя маті, да не то каже, а моя маті, да не то каже, стяли доня постель, каваль спаці ляже, стяли доня постель, каваль спаці ляже. Ой, доня моя, что у сенях шепче, ой, доня моя, что у сенях шепче, ой, мамка моя, хоть сметану хлебче, ой, мамка моя, хоть сметану хлебче. Ой, доня моя, чого ложа крипіть, ой, доня моя, чого ложа крипіть, ой, мамка моя, не на месте стоїть, ой, мамка моя, не на месте стоїть, ой, доня